Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Мы очень рады, что вы согласились с нами поговорить. Вы замечательный человек, ветеран труда, педагог, заслуженный учитель РСФСР, БАССР. Ну что ж, думаю, мы можем приступить к беседе. Хотелось бы с вами поговорить о Великой Отечественной войне. Она прервала множество мирных жизней. Вас она застигла на выпуске из школы. Скажите, до войны кем вы хотели стать? Какую профессию получить? Ну, война, конечно, застала нашу великую страну СССР. СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Ну, я окончил 7 классов. Потом, это год был какой? 1937 год. Отец у меня грамотный был, умел писать, считать. Да, счетоводом колхоза был. Школа какая была в то время. Фактически народ готовили к войне. Вот. Германия победил фашизм. Ярый враг народов в мире. Вот, фашизм. Вот фашизм поставил цель ликвидировать Советский Союз, советскую страну. Вот. И, соответственно, нас тоже молодежь вот, морально готовили. Морально, ненависть к фашизму готовили. Вот. Мы заранее были подготовлены морально, еще пока что не умели стрелять. Но мы ненавидели фашизм. Ну, когда началась война, вы, наверное, знаете, это в 1941 году, 22 июня. Сражались с огромным упорством и храбростью. Скажите, что вот вам не помогало не сдаваться, не падать духом в этой тяжелой, угнетающей обстановке? Что подбадрило вас изнутри? Он должен быть должен на ту страну СССР. Вы изучаете историю России, но в то же время вот история СССР тоже входит вам, вот как история России. Тогда, вот это 41 год, вот Россия, вот Украина, Белоруссия, Кавказские народы. Много было союзных республик, 15 союзных республик. Все любили свою родину, СССР. Мы были преданы этому нам. Нас в школу учили быть верным своей родине. Вот вся страна в 1941 году, вот я сказал, на дыбы поднялась страна. Вот. Это сплоченный народ был, единый. Сталкивались вы на войне со случаями дезертирства? Советская армия это редкое явление. Вот. Но в нашей части, в нашей дивизии, в нашем полку дезертиров не было. Как вы отдыхали на войне? Отдых. Вот я вам случай расскажу. Немцы где-то на
метров 400 их окопы, а где-то это тоже 400 метров наши окопы. Но мы фактически друг другу заметили. По окопам, по брустверам. Командир взвода отдельный окоп. И вот в один из дней октября месяца 42 года на фронте подходит командир взвода и говорит: я был помощником командира взвода 50 минометов. Вот сейчас со мной пойдешь в мой окоп, и вот мы с этим командиром взвода ушли из окопа к его окопу. Пересел я его окоп. Где-то метров 50, 200 его окоп был. И вот немцы заметили нас, мы же поднялись с окопа. И вот мы ушли, засели мы. Я засел его окоп, командира взвода. Вот. Немцы использовали вот нашу такой нехороший поступок, себе дали обнаружить врагу. И началась это минометный обстрел. Вот. Со мной был один воин, он в одном окопе. Я и ушел из своего окопа, в этом же окопе остался другой воин. Вот. А тут обстрел ярый. И миномет или мина, прямое попадание в этот окоп. Вот. Бедняжка погиб, когда мы пришли, я свой когда пришел, обнаружил, прямо в окопе разорвал мина, и человек погиб. Скоро близится такой прекрасный праздник, как 9 мая. Скажите, как вы планируете его отмечать? Я горжусь этой победой. Праздновать, это значит, я буду радоваться успехам моей Родины России в мирное время. Вот. Если они будут уважать за прошлое героизм, прошлое это отвага советского народа, я буду радоваться вот этим праздником. Хасан Бурулбаевич, спасибо вам огромное за беседу. Мир держится на таких прекрасных людях, как вы. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия. Огромное вам спасибо. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.